Итак, Татьяна Николаевна Бабскова. Да, я сразу их предоставлю. Коллеги, чуть-чуть, да, у нас тут маленькие изменения. Можно мою, пожалуйста, презентацию? Нравственно-патриотическое воспитание. Ну, а перед тем, как придет Татьяна Дмитриевна, сразу хочу сказать о том, что действительно сегодня мы говорим и о слиянии, да, двух таких министерств. Это совместная работа Министерства образования, Министерства культуры. И вот с Татьяной Дмитриевной, надеюсь, к следующему году мы запустим проект по чтению. Но чтение у нас будет достаточно интересное. А мы подключим сюда не только школы, потому что дети читают в школах, но мы подключим сюда еще и детские сады. Детские сады, семью и библиотеку. И вот многие знают о журнале «Читайка», и этот проект будет называться «Читайка», а цель его будет приобщение детей к чтению через чтение художественной литературы в дошкольном детстве, чтение в семье и чтение в библиотеках. Вот такой достаточно интересный проект мы в следующем году запускаем, и научным руководителем как раз у нас будет Жукова Татьяна Дмитриевна. Ну, а сейчас, пока мы говорим о детской литературе, а детская литература – это то издательство, которое в этом году ему исполнилось 90 лет. То издательство, у истоков которого были Самуил Яковлевич Маршак, Самуил Яковлевич Маршак, Корней Иванович Чуковский, Максим Горький, Сергей Михалков. И это та классическая литература, на которой мы с вами выросли и растут наши дети. Издательство детской литературы – это прежде всего качество. И, наверное, еще одной такой отличительной особенностью – это является как раз патриотическое воспитание, нравственно-патриотическое воспитание. И именно об этом я вам хочу сегодня говорить. Но когда мы говорим вообще о чтении, это очень важный компонент, когда мы говорим о успешности наших детей в будущем. Многие, неважно, в библиотеках мы работаем, в школьных или в муниципальных, мы говорим о функциональной грамотности, да, и, что самое главное, мы говорим о навыках будущего, да, развития критического мышления, кооперации, коммуникации и креативности. Вот эти 4К. Но что самое главное, что вот эти 4К не разовьются без читательской грамотности. Потому что как бы мы ни получали информацию, из чего бы мы ни получали информацию, из сети интернет, из энциклопедии, откуда мы постоянно все равно читаем. Мы в социальных сетях мы читаем, мы газеты мы все равно читаем. И на что нужно обратить внимание? Вот в этом году наши первоклашки пришли в школу, это 2023 год. А выпустятся они, окончив 11 класс, в 2034. И если посмотреть, как у нас идет научно-технический прогресс и с какими темпами возрастает та информация, которую получают дети, это просто даже не геометрическая прогрессия, это вообще какие-то такие скачки большие. И в 2034 информации будет еще больше. И нам нужно научить детей как раз понимать эту информацию. И еще раз повторю, что откуда бы они ни черпали, большинство это будет все равно через чтение. Вот это очень и очень важно. И посмотрите, наверное, уровень читательской грамотности в стране предсказывает экономический рост, чем другие учебные достижения. И вот на это нужно действительно обращать внимание. Ну, а то, что происходит сейчас в мире и у нас в стране, конечно, достаточно огромное внимание сейчас мы должны уделять нравственно-патриотическому воспитанию. И когда мы говорим о патриотизме, это не значит, что мы его должны начинать в 7 лет, в 14 лет и так далее. Ведь с чего начинается Родина? Она начинается с мамы, с папы, с картинки в букваре, со своего дома, с любимой учительницы и так далее. И вот те указы и распоряжения правительства и президента Российской Федерации, сейчас у нас есть программа воспитания, она есть у нас и в детских садах, она у нас есть и в школах. И, конечно же, мы должны поддерживать именно
патриотизм через воспитание. У нас есть список рекомендованной литературы, у нас есть наши разработки. Но когда мы говорим о патриотическом воспитании, я хочу привести пример как раз Лихачева. Любовь к родине начинается с любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Она постепенно растет, с возрастом становится также любовью к своему городу, к своим землякам, к своей родине, к своему селу. А созрев, становится сознательной и крепкой до самой смерти, любовью к своей стране и ее народу. Нельзя перескочить через какое-то звено из этого процесса. И очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда в ней что-нибудь выпало или отсутствовало с самого начала. Вот об этом мы, конечно же, говорим. И когда мы говорим о патриотизме, то посмотрите, насколько поливариативен этот термин. В первую очередь под патриотизмом мы понимаем особое эмоциональное состояние, возвышенное чувство любви к родительскому дому, краю и к отечеству. Второе – это государственный патриотизм, где объектом патриотизма выступает само государство, сама держава. Является чувство национальной гордости за граждан и за державу. И третье – это личностный патриотизм на фоне, скажем так, уже когда мы готовы к самопожертвованию. Когда мы говорим о детях, то издательство «Детская литература» достаточно много книг выпускает именно о патриотизме. Мы, конечно же, здесь говорим и о книгах о Великой Отечественной войне. Вы видите, достаточно много серий. И сразу хочу сказать о том, что когда мы читаем книги, мы всегда думаем, что это только школа. Но видя то, что происходит сейчас, и как у нас педагоги берут книги, то очень те книги, которые мы рассчитывали на младший школьный возраст, достаточно легко они интегрируются и в том числе и в детские сады. Только здесь задача педагогов не читать эту книгу, а рассказывать, а вот дети как раз понимают и слушают, глядя на те иллюстрации, на те картины, которые здесь есть. Ну и вот первая книга, когда мы говорим о начальной школе, это серия «Детям о Великой Отечественной войне». Здесь мы говорим о тех этапах Великой Отечественной войны, которые наиболее значимы. Почему мы здесь говорим о начальной школе? Потому что здесь те иллюстрации, те картины и тот объем книги, который есть, именно доступен в начальных классах. Это яркая иллюстрация, это достаточно крупный шрифт, это легкий и, самое главное, понятный текст ребенку. Потому что если мы будем говорить о Сталинградской битве ребенку 8 лет, ребенку 14 лет, ребенку, ну, скажем так, уже молодому человеку 17 лет, то вроде бы как мы говорим об одном и том же, но информация будет разная. И вот как раз здесь мы представляем книги именно для начальной школы. У нас есть замечательная серия, единственная серия, которая получила премию Министерства обороны Российской Федерации в области именно в номинации «Литературное творчество». Это книга, это серия «Военное детство». Детям о детях. Как переживали эти годы именно такие же сверстники. При том, что это действительно достаточно большая серия, она пополняется. Вот чуть позже я в подарок передам как раз детско-юношеской библиотеке очередную новинку из этой серии. Сразу хочу сказать о том, что да, здесь есть достаточно классические произведения, вы тоже где-то знаете писателей. Но, например, есть произведения, которые интересны будут детям, о тех людях, которых они знали, например, и знают достаточно много. Например, Юрий Алексеевич Гагарин. Мы знаем, что это первый космонавт, поехали и так далее. А то, что он жил на оккупированной территории, на Смоленщине, об этом знают, скажем так, немногие. И вот как раз вот эта книга Сафонова «Землянка» рассказывает о нескольких днях семьи Гагарин, потому что в его доме жили немцы, а они жили в землянке. И вот переживания детей, переживания матери, как это все происходило, вот мы можем узнать из этой серии. Ну а как встает вопрос, разный вопрос, да, страшно
но надо, буду делать, убегать или не убегать, спасти, да, совершить подвиг. Мы, конечно, вот мы знали, да, своих пионеров-героев, а сейчас дети... Кто-то знает, но в большинстве случаев не знает. И вот здесь как раз ребенку можно погрузиться в Великую Отечественную войну, при том, что очень много рассказов, и книг, которые, скажем так, кто-то хочет узнать о юнгах, кто-то хочет узнать о сынах полка, кто-то хочет узнать о юных танкистах. Вот на любой, скажем, вкус книги есть, и это позволяет, опять же, узнать и нашу историю, и увидеть, как, еще повторюсь, жили дети в эти страшные годы. Но книги о Великой Отечественной войне, следующая серия «Великие битвы о Великой Отечественной войне», это уже как раз 14+. Это описание битв, самых таких вот ярких, да, самых важных битв и периодов Великой Отечественной войны для более старших детей. Здесь есть иллюстрации, но они достаточно в черно-белом варианте, и их, конечно же, меньше, но потому что дети старше. Ну, вы знаете, я в свое время очень любила историю, и, в принципе, ну, скажем так, ориентировалась достаточно хорошо. Ну вот где-то у меня, может, как у девочки, не знаю, получился какой-то казус, и приехав в город Волгоград, а у меня дедушка был участник Сталинградской как раз битвы, приехав в Волгоград, посмотрев дом Павлова и так далее, я только тогда поняла, что где-то у меня перемкнуло, потому что я-то думала, что наши наступали со стороны Волги, вспомнив все, увидя это все наяву, вот этот дом Павлова и так далее, эту набережную, я только потом поняла, что наши не наступали со стороны Волги, а как раз немцы их пытались выбить в Волгу, чтобы они перешли вот эти 10 метров земли, за которые цеплялись наши солдаты, вот этот знаменитый дом Павлова. А у нас в серии «Военное детство» сейчас вышла книга как раз про этот дом, про девочку, которая родилась в те самые страшные годы. И как ей потом рассказывали, что происходило в этом доме, сколько жизней положено, чтобы спасти ее малышку, чтобы она выжила в эти страшные годы. Вот это все есть. И как раз погружение детей в период Великой Отечественной войны, но более с подробным, более таким углубленным вариантом, вот как раз это в серии «Великие битвы Великой Отечественной». Серия «Поклон повелителям» – это классические произведения, это «Сын полка», «Юные герои», «Шестой неполный». То есть это та серия, которая у нас классическая. Сразу хочу сказать о том, что она у нас завершена. Пополняться пока мы ее не планируем, потому что, ну, скажем так, у нас идет пополнение совершенно других серий. Но она пользуется популярностью, она у нас представлена во многих библиотеках. Ну вот книги, которые вы знаете и видите. Но когда мы говорим о патриотизме, то, конечно, мы не должны забывать об истории своей страны. И сейчас, когда мы говорим о школах, о школьных библиотеках, то мы знаем, что у нас в программе воспитания есть перечень праздников и памятных дат, которые рекомендованы к изучению в школе, точно так же, как есть оно и в детских садах. И что самое главное, когда мы говорим об этих памятных датах, то информацию можно найти достаточно много. Много в интернете и так далее. Но когда мы говорим о начальной школе, то здесь педагогу, неважно кто это, библиотекарь, классный руководитель, учитель, беря информацию с интернета, для 7-леток, 8-леток и 9-леток нужно эту информацию перерабатывать и детям подносить на более, скажем, более простым языком. А читать, опять же, нужно подыскивать ту литературу, которая была бы интересна и понятна детям. Это тоже очень важно. Почему наши дети не любят читать? Потому что иногда им неинтересно. И я чуть-чуть отойду от, скажем так, темы вот по поводу чтения. Я долгое время работала в издательстве, которое занимается учебниками. То есть это, библиотекари знают «Винтонограф», «Тропа», «Просвещение». И мы проводили опрос взрослых и задавали им один единственный вопрос: с какого возраста они стали читать книги с интересом, вообще стали читать книги, книги с интересом. И вы знаете, какой был средний возраст? 24 года.
Когда мы начинали искать почему, ответ знаете какой был? Ну, сначала в школе заставляли читать, потому что нужно было, да, там, ОГЭ, ЕГЭ, экзамены, вот эти эссе, сочинения и так далее. Дальше пошел институт. Я тоже, когда заканчивала, у меня получилось так, что я училась в 2 институтах сразу. У меня второе образование, начальный класс учитель русского языка и литературы в 5-7 классах. И у меня была вот сессия такая нагруженная. Я очень хорошо помню, когда за ночь я почитала «Детство Багрова внука». Я это произведение до сих пор не люблю. Я его, вот честно, я его вижу, вот оно мне вот подкатывается, но не люблю я его. Вот отбила охоту. После окончания института я год вообще ничего не брала. Извините меня, никакую вот книжку, ни Донцову, ни про любовь, ничего. Вот просто было отбито полностью желание. И только когда я вот как бы, да, проголодалась, после этого я начала читать. Мне стало уже интересно. Легкая литература, тяжелая литература, какие-то психологические книги. Но это было потом. Так вот и наши дети точно так же. Проблема наша состоит в том, что мы их заставляем читать. Мы заставляем читать с самого рождения, с самого детства. Знаете как, когда начинаем учить читать? Потому что обучение чтения приходит не в поощрение, а в наказание. Не хочешь читать? 2 получил? Иди 10 страниц прочитай, ну и так далее. То есть нам нужно уйти от наказания, нам нужно сделать так, чтобы книги были интересны. И вот как раз эта серия, скажем так, мы постарались сделать, чтобы эта серия была интересна детям. Здесь есть очень интересные факты. Да, мы говорим про историю, да, про минный пожар, скоро, да, у нас 4 ноября. Но очень интересные факты, как это все представлено. Вот какие-то такие изюминки, которые есть. Опять вот моя любимая книга Михаила Водопьянова, друга Гагарина, тот человек, который спасал челюскинцев. Книга эта у нас переиздана, первый раз была издана в конце 60-х. Но в этой книге есть фишка. Когда мы приходили в школу, то есть дети тоже сидели, мы презентовали с внучкой Водопьянова. И вот они сидят, там говорят, а вы знаете, вот, что у нас собаки летали в космос? Они говорят, да. Я говорю, а какие? Какие собаки? Клички, кто помнит? Белка, стрелка, лайка. А вы знаете, что у нас еще собаку, которая должна была полететь в космос, назвал Юрий Алексеевич Гагарин? Я говорю, нет. Да, так вот скажем. Он говорит, а как? Я говорю, а вот как? Возьмите и прочитайте. Верите ли, мы дарили школе 10 книг. И после нашей вот этой встречи эти книги были на расхват. Я. Вот когда ребенок заинтересован, когда ему интересно, когда вот найти ту изюминку, чтобы это было в охотку, вот тогда они будут читать. И мы постарались, чтобы эти книги, вот в каждой книге было что-то интересное. Потому что есть книга для вот по Пушкину, да, мы тоже знаем Марину Родионову и так далее. А вот Пушкин и его дядя. Вот эти интересные факты, которые, во-первых, узнают лучше поэта, которого мы знаем все, и какие-то вот именно вот то, что было в его семье. А через это мы пойдем к чтению стихотворений, потому что стихи у нас читаются намного сложнее, и дети не любят их читать, тем более учить. В период вот как раз... дети и взрослые тоже не любят читать стихи, если не любят лирику. Вот. Вот эта серия для начальной школы, но уже сразу хочу сказать о том, что кого заинтересовало, у нас на сайте издательства мы с этого года, скажем так, начали апробировать внеурочную деятельность истории и литературы в художественных образах. Этот ОМК, да, этот проект, скажем так, сейчас запущен, разработали его специалисты Ленинградского института развития образования. И как раз, когда начали отбирать книги, то вот эти книги были отобраны. Мы говорим, а почему там же младший возраст? Он говорит, а пятиклашкам, они же вот, да, вот этот вот, вроде как еще и не подросток, но уже как и не ребенок. Вот эти книги очень хорошо в 5 классе именно по внеурочке идут. Следующее. С проектом вы можете познакомиться у нас на сайте. Ну, а когда мы говорим о чуть постарше, то, конечно же, у нас есть серия. Серия будет пополняться. Здесь 4 книги. Вы видите тоже «Минный пожар», Петр I, Суворов, Кутузов. То есть то, что связано с историей России, но в более энциклопедичном варианте, с более интересным, скажем, более углубленным форматом. Опять же, мы постарались, чтобы это были и яркие картины,
и какие-то карты сражений и так далее, походов. И плюс, опять же, какая-то интересная информация, и чтобы все это было выведено в более таком художественном формате. Потому что ребенку легче читать все-таки художественную литературу, чем научную. Ну, опять, чтобы вам было интересно, знаете, почему так происходит? Ну, вот у нас есть 4 типа мышления, основных, я говорю. Это наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое и логическое мышление. И, в принципе, к 10 годам логическое мышление у детей все, оно сформировано. Но когда наши дети, и мы с вами в том числе, читаем книги, мы же не видим текст. У нас перед глазами что получается? Образ, конечно. То есть это не значит, что если у нас есть логическое мышление, что у нас наглядно-образное или там словесно-логическое, оно куда-то уходит. Оно выходит как бы на первый план то мышление, которое в данный момент нужно. И почему наглядно-образное мышление важно, и оно достаточно легче. Вот закройте все глаза. Сейчас мы проведем эксперимент. Все глаза закрыли. И представляете те слова, о которых я буду говорить. Весна. Дом, бесконечность, модернизация. Открывайте. Что было легко? Весна, дом, да? Чуть сложнее бесконечность. Да? У кого-то это звезды, у кого-то это вот даль какая-то, у кого-то это значок, да? В зависимости от того, как, опять же, если есть математический склад ума. А что у нас с модернизацией? А ничего, либо какое-то там руководство, либо какая-то книжка и так далее. И была вот какая-то заминка была, потому что образа нет. Вот у научной информации образа нет. И детям достаточно тяжело воспринимать вот эту научную информацию. И вот наша с вами задача совместить образ и науку. Вот. И вот как раз, чтобы детям было опять же интересно, чтобы этот образ был в голове, и что самое главное, он запоминался, вот это очень важно, потому что когда мы с вами говорим о весне, у каждого весна была своя, и дом у каждого был свой. И даже если я вас попросила бы нарисовать, большинство делали как дом с крышей, то есть стандартно, но если вы присмотритесь, крыша с другой стороны, дом чуть-чуть не такой, у кого-то есть дверь, у кого-то нет, у кого-то одно окно, у кого-то другое, у каждого дом свой. Весна своя, букет цветов или цветочек будет свой. Даже если я скажу, ваш любимый поэт, большинство сейчас скажет Пушкин. Но Пушкин будет свой у каждого. Единственное, если вы будете только представлять картину какую-то. Вот об этом тоже нужно говорить. Я вас не утомила? Нет, я просто еще вот стараюсь, чтобы вам было интересно, потому что потом вам нужно слушать еще Татьяну Дмитриевну. Ну, школьная библиотека. Это та серия, которая классическая, которую кто-то пытается повторить, кто-то пытается возобновить и так далее. Но это школьная библиотека. Это те произведения, которые у нас есть в школьной программе, которые у нас для внеклассного чтения, для летнего чтения. Мы можем эти произведения тусовать как угодно. Книги про животных, поэты, исторические книги. Но их много, и что самое главное, в каждой книге есть статья, которая поможет ребенку при написании эссе, при написании сочинений и так далее. И эта книга, которая, скажем так, карманного варианта, то есть она небольшая. Но сразу хочу сказать о том, что вот как раз вы видите, исторические повести, вот как угодно, сборники поэзии. Владислав Крапивин, когда мы говорим про нравственно-патриотическое воспитание, мне кажется, это писатель, который вне возраста. Вот в него. Вот я его любила читать и, кстати, в 12 лет, потому что я была такой достаточно пионеркой. Я его любила читать в 18 лет, потому что я любила пионерию, комсомол. И я любила его читать в 30 лет, потому что у меня дети начали подрастать, и я уже читала им вместе. Потому что мальчишки иногда, да, вот это вот... Вот у меня старший сын, знаете, вот он ведомый, он хороший мальчик, но я очень переживала как подростковый возраст, знаете, когда как все. Я не хотела сказать нет. Все, я заканчиваю как раз, Татьяна Дмитриевна. И вот как раз Владислав Крапивин и из той серии. Можно мне 5 минуточек буквально? Вот. «Дорогами войны» и лауреаты международного конкурса имени Сергея Михалкова. Тот конкурс, который начинал Сергей Михалков, продолжает его сын. Конкурс, в котором есть девиз сегодня
ребенок, а завтра народ. Что-то не так сказал, вспомню. Потом скажу, как. Сразу хочу сказать о том, что это современные писатели о современных детях. То есть, когда ребенок не может задать вопрос маме, папе, стесняется и так далее, он может получить ответ из книги. Мало того, что когда мы говорим о международном конкурсе имени Сергея Михалкова, сразу хочу сказать о том, что здесь есть взрослое жюри, которое отбирает 100 лучших книг. И после этого присоединяется детское жюри. И победители являются только те книги, которые получили самую высокую оценку как от взрослых, так и от детей. Вот это очень и очень важно. И в 2023 году, в марте месяце, у нас подведены итоги, а конкурс проходит раз в 2 года, подведены итоги очередного конкурса. И вот осенью, в ноябре, в декабре и в начале следующего года мы ждем в печать новых 13 лауреатов, то есть опять серия будет пополняться. Ну и еще одна последняя книга – это «Марш оловянных солдатиков». Это тоже история. Это вот тогда, когда мы хотим заинтересовать детей историей нашей страны. Это брат с сестрой, это двойняшки, которые волею судьбы попали в портал и попали в 812 год в Москву. То есть, когда французы были в Москве. И вот как раз, опять же, выбор – помочь, убежать. А если я здесь останусь, что со мной будет? А вдруг я попаду все-таки к себе опять в свой 21 век? Что вот опять же со стороны посмотреть на Кутузова, на Наполеона, на французов, на русских солдат. При том, что это через очень интересный исторический, но и приключенческий роман. Это то, что, еще раз говорю, позволяет нашим детям полюбить историю, полюбить книгу и полюбить свою страну. Ну и, наверное, то, о чем сегодня будет говорить Татьяна Дмитриевна. Она не раз будет упоминать Ираиду Ивановну Тихомирову, которая в этом году, вот в июле месяце от нас ушла. Это то, что всем вам поможет проводить те же самые беседы, классные часы. Это то, что помогает нашим родителям совместно с ребенком полюбить чтение. Это книга Ираиды Ивановны Тихомировой «Добро откроем сердце». Это такой обучающий курс для педагога и для родителей, где есть уже отобранные произведения для детей и подростков. Но что самое главное, не просто прочитали и забыли, а когда вы прочитали, а после этого задаете детям вопросы и беседуете вместе с ними. Вот это очень-очень важно, потому что иногда что мы делаем? Мы даже перед сном с малышами. Мы читаем, закрыли, все, ложись спать. А вот как читать, что читать, чтобы ребенок запомнил эту книгу, понял ли он, что он прочитал или что он услышал, это очень-очень важно. И вот как раз здесь те произведения, которые помогут нашим детям разобраться в себе, разобраться с какой-то проблемой. Вот смотрите, да, мы в ответе за тех, кого приручили, совесть и суд над собой, ошибки всерьез, о силе воли и о силе духа. Вот это то, что помогает нашим детям быть лучше, и вот быть, как говорится, состояться человеком, быть человеком. Ну и, коллеги, вся контактная информация на экране. Фотографируйте, пишите. У вас, у каждого есть сертификат с тематикой моего выступления, чуть-чуть по-другому написано. И есть буклет. Там тоже вся контактная информация есть. Я постаралась, чтобы он остался у каждого из вас. Вы получили буклет, когда он у вас лежал на стульчике. А я, Татьяна Дмитриевна, передаю вам слово. Нет, представить будете вы. Татьяна Николаевна, спасибо огромное. Похлопаем за интересными. Я надеюсь, что вам было интересно и вы не устали. Если есть возможность, то покупаем книги, издательства «Детская литература». Спасибо огромное. Ну что, Татьяна Дмитриевна, наша уважаемая, вам предоставляется слово. Вам удобно? Или поближе? Поближе? Стоять. Сейчас я продумаю. Хорошо. Придумаем пока. Итак, Татьяна Дмитриевна, президент Российской школьной библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук, главный редактор журналов «Школьная библиотека» и «Читайка», вице-президент Лиги
член правления Российской библиотечной ассоциации. Похлопаем, приветствуем. Очень важный гость.